Сегодня мы идем в Абхазский государственный музей, чтобы послушать рассказ о том, как образовалась группа долгожителей Абхазии «Нарта». Взрослое поколение помнит очень хорошо эту группу, ну а для молодых эта информация должна быть очень интересной. Легендарный ансамбль «Нарта». Все жители Абхазии следили за их поездками в зарубежные страны и очень любили этот ансамбль. И мне кажется, что самое время рассказать о том, как вообще историю этого ансамбля. Да. Света, что вы скажете? Ну, сегодня я хочу рассказать об уникальном, единственном в мире ансамбле абхазских долгожителей, который был создан в 1948 году абхазским композитором, фольклористом, собирателем народных песен и сказаний, заслуженным деятелем искусства Абхазии Иваном Иснатовичем Кортуа, который о творческом пути самого Ивана Кортуа, о том, как рукоплескали этому коллективу зрители городов бывшего СССР и за рубежом. Абхазия всегда славилась абхазскими долгожителями. Объезжая ученые, геронтологи, все ученые-геронтологи, они интересовались абхазскими долгожителями. Объезжая всю Абхазию, они добирались до самых высокогорных ее сел. Они доискивались до причин их долголетия и пришли к выводу, что чтобы жить долго, надо быть жизнерадостным, добрым, с неунывающим характером. Да и природно-климатическое условие, здоровое и полезное питание, все это, несомненно, продлевало жизнь. В чем секрет долголетия? Я согласен с моими друзьями. Молоко и чай полезны для здоровья, для долголетия. Чай – эликсир жизни. Но я очень люблю мед. Надо постоянно употреблять мед. Не надо курить, и долго проживешь. Есть много не надо. А если еда приготавливается на костре, то это продлевает жизнь. Какой абхазец может отказаться от хорошего вина? Кто чай и молоко признает, а я сторонник домашнего вина. То, что здесь сказали, удивляет меня. Как можно говорить, что здоровье только в молоке, в чае или в меде? А наш абхазский табак Самсун? Без вина тоже не прожить. Что за мужчина без вина, без гостей? Думаю, что долголетие не только в этом. Долголетие — это наша природа, наш край, наши горы, воздух, море. Долголетие — это Абхазия. С особой тщательностью долгожители следили за чистотой. Не только помыслов, но и тела. В чистоте они видели залог силы и доброты. В их понятии чистое тело и добрая душа способствовала рождению песни и танца, что в свою очередь и продлевало жизнь людям.
Продолжая рассказы создателя ансамбля Ивана Корту о человеке фанатично влюбленном в народное абхазское творчество, который сам был человеком красивым, добросердечным. Еще в школьные годы ярко проявилась его склонность к искусству. После окончания Сухумской школы по решению Народного комиссариата просвещения Абхазии он был направлен на учебу в Москву. Да, на рабочий факультет, затем он продолжил высшее учебное заведение уже на художественно-изобразительном искусстве. Но все же Ивана Корту тянуло его к музыке, вот это музыкальное дарование его проявилось, когда ему доверили руководить хором студентов при Доме народа Востока города Ленинграда. В эту пору молодая Абхазская республика нуждалась в профессиональных кадрах в области искусства, и Иван Иснатович отзывается в Сухум для того, чтобы продолжить, чтобы возглавить драматическую студию, музыкальный техникум и музыкальную школу. Вот. В это время он пишет несколько песен. В рассвете своих творческих сил Иван Иснатович встретил грозные 40-е годы, где ему пришлось овладеть и военной наукой. Вот. Он прошел от начала и до конца войны, участником войны. Даже на войне находил время для творчества. Да, сочиненную им в окопах песню «Санчара» исполняли солдаты, идя в бой. Вот новость для вас. Значит, песню «Санчара» это он сочинил войны. Да. Иван Иснатович Корту был награжден орденом Красной Звезды и многими другими медалями. Вот здесь представлена звезда, которая согнутая, да, вот здесь вот она спасла ему жизнь во время войны, она была у него на груди. И пуля не смогла пробить, да. И вот уже вернувшись с фронта, Иван Иснатович сразу же включается в культурную жизнь республики. Последним его увлечением была трудоемкая работа по усовершенствованию абхазских народных старинных инструментов. Это юма, хима и пхерца. Вот, благодаря ему эти инструменты обретали новое звучание, внешнюю форму. Вот, уже используя их, он и организовал ансамбль. И первый слет Певцова он устраивает в 1948 году. В это время собирать людей, записывать абхазские песни было небезопасным занятием. То есть тут же пресекали о каком-либо развитии или пропаганде абхазской культуры. Запрещалась абхазская культура, да. И в такое сложное, опасное время Иван Иснатович все же, не побоявшись, организовал этот конкурс. Да. В Гудауту были приглашены ученые Института этнографии. Да, для проведения экспедиции по селам Абхазии. Вот, и благодаря ей в те годы хоть как-то заговорили об абхазах, писали в газетах Абхазии. Да. Создание ансамбля «Нарта» позволило объединить самых талантливых и активных. Их там было около 100 человек. Да. Ансамбль почти существовал 50 лет. Туда принимали участников не моложе 70 лет. То есть там 80-летние танцевали на носочках. Это было сложно сделать и молодому. Долгожители, они еще посетили ряд городов СССР, вот, и к ним приезжали очень много корреспондентов, журналистов. Вот, и в Абхазию тогда посетил известный в Европе журналист и корреспондент Жильберт Болк. Он ездил по селам Абхазии и сопровождал его Иван Иснатович Корту. Первая встреча у них произошла в селе Тамыш. Журналист планировал остаться несколько часов, а получилось так, что журналист захотел остаться в селе надолго, так как его восхитили вот эти вот народные песни, танцы долгожителей, что он потом в конце уже встал вместе с долгожителем Хуте Зантаря, танцевал вместе с ним, которому было 113 лет, и еще долгожителем Мустафеем Чачхалия, которому было 125 лет. То есть они вот пока ездили, вот создавали вот коллективы, экспедиции по селам и собирали вот. Все долгожители в основном были из крестьян. Без труда они не мыслили свою жизнь. После того, как они вышли на пенсию, все они оставались в колхозе и трудились в меру своих сил. Участники ансамбля прошли войну. Некоторые из них и не через одну
Все они были солдатами, теряли своих друзей, детей, но несмотря на все это, они не были ожесточены. Вот эта вот их доброта, любовь к народу, и все это как бы это была общая черта характера всех долгожителей. В какой период собирали этот ансамбль? Сколько прошло там? Месяц, 3, полгода? Почти год. Да, продолжался, да? собирался, да, после вот Ивана Корта уже продолжил Константин Антонович Ченгеля. Слава о необычном коллективе возрастала. Вскоре Абхазию посетил глава Вьетнама Хо Ши Мин, который ознакомился со столицей Сухума, посадил дерево в парке Дружбы. Вот. А позднее он уже побывал на самом концерте ансамбля долгожителей, который сам лично, после окончания, сам лично поднялся, поприветствовал всех участников. И тогда солист ансамбля Тимыр Тарба пригласил себе домой в Дурыбш, где Хо Ши Мин с благодарностью согласился и побывал у него в гостях. Вот. Уже в 1970 году, на 60-м году жизни, в рассвете своих творческих сил, не стало любимого руководителя Ивана Иснатовича Корту. Тогда культура Абхазии потеряла незаменимого человека. Вот, и уже вот, прощаясь с ним, каждый из старцев, сняв папаху, произносил такие слова, как «Уапсагушит хачку, дупсыща, уску харинда хакзует». «Устал ты, сынок, а дело, начатое тобой, мы продолжим». Такими словами они провожали своего любимого руководителя. И уже в конце этого же года директором народного творчества Абхазии стал композитор и дирижер и Константин Антонович Ченгеля. Человек, влюбленный в народную музыку. Вот, Константин Ченгеля закончил Сухумское музыкальное училище, затем Тбилисскую консерваторию по классу композиции. Он был одним из ведущих композиторов Абхазии. И, можно сказать, благодаря его стараниям интерес абхазских старцев к искусству не угасал с годами. Вот. И уже по инициативе Куаста Ченгеля ансамбль долгожителей стал называться ансамбль песни и танца абхазских долгожителей Нарта. Уже в 1973 году в Венгерской Народной Республике было объявлено, что состоится всемирный фестиваль, конкурс народных песен и танцев. Естественно, это не прошло мимо Константина Ченгеля, который же сразу же связался с отделом народного творчества города Москвы. Под содействием своих московских друзей он включил ансамбль в этот всемирный фестиваль. Тогда уже газеты Абхазии повещали статью, что ансамбль абхазских долгожителей, что вот наши абхазские старцы находятся в Москве, где проходит отбор лучших коллективов для участия во всемирном фестивале, где будет проходить в Венгерской республике. Народ в то время это ликовал, это все освещали, радовались всему этому. 2 конкурса проходило в Москве, а 3 уже в Венгерской Народной Республике. Вот да, и естественно, они подготовились основательно все. Уже 7 апреля в 1974 году, уже 7 апреля в 19 часов Куаста Ченгеля произносит напутствие, каждого поцеловал перед выступлением. Да. Конечно, это было таким событием для них, они волновались очень. Вот, и сам Куаста Ченгеля как рассказывал, что они все были с приподнятым настроением, но я очень сильно волновался, так рассказывал Куаста Ченгеля. Вызвали их на сцену, они вышли грациозно, красивые, зал прям аплодировал стоя этому коллективу. Вот. И тогда песня «Узбак» исполнилась ими, да, в затишьем зале. Потом, когда они исполнили песню свадебную с танцами, зал тут же подключился к его ритму. Вот. И уже, конечно, они такие все уже вошли в азарт, можно сказать.
Да, и народ, конечно, аплодировал стоя этому коллективу. Они приглашали на сцену снова и снова. Костя Ченгеля выходил с ними довольный, счастливый за абхазское народное искусство. Можно сказать, что первое же выступление Первое было выступление. триумфом, да? Триумфом, да, для вообще всего мира. Да. Такой вот для них это был ансамбль, необычным ансамблем для них это был. Вот, и тогда потом они уже ждали результата с нетерпением и, наконец, объявили, что ансамбль «Долгожители» Нарта выиграли главный приз «Золотой павлин». Ну, это, конечно, было и для народа Абхазии ликовал в то время, Да, освещали, да, и газеты, транслировалось все телеэкраны мира. Главный приз принимали самые старшие, 102-летний Ванача. И уже с Будапешта в Москву они ездили на поезде, а дальше в Сухум они полетели на самолете. И уже там они исполняли народные абхазские песни, и стюардесса объявляла по радио, что вот, да, поют долгожители, да, долгожители, которые завоевали главный приз «Золотой павлин». Вот. И когда они уже приближались к Сухуму и увидели стоящий, ждущий народ, для них это, конечно, было таким вот волнующим, незабываемым таким вот состоянием. То есть Абхазия встречала достойно своих победителей. Своих победителей, да. И был такой случай, директор Московского музея попросил привезти приз «Золотой павлин», чтобы какое-то время украшал их стенд. Естественно, старцы воспротивились этому. «Золотой павлин», он будет украшать наш Абхазский музей, иначе он затеряется. Ну, все-таки пришлось с ними поговорить, и приз все-таки какое-то время находился в Московском музее. Да. Директор Абхазского музея Александр Миктатович Тари вернул экспонат на место. То есть сейчас мы видим оригинал. Оригинал, да, вот этого павлина. Павлина. То во время Отечественной войны наш «Золотой павлин» был похищен, и благодаря актеру Вячеславу Ардзимба он был возвращен, да, нашему музею, и он вот украшает нашу экспозицию. Вот эта фотография, вот 12 участников ансамбля Нарта, когда они выступили на сцене в Венгрии в 1974 году. Здесь долгожитель Джигуат Герзмава, кстати, он являлся дедушкой Хиблы Герзмава, народной артистки нашей. Наши долгожители вместе с президентом Хо Ши Мином. Вот. Когда они вот ждали его и обнимали его, общались с ним тепло, так все, он был в восторге от них. Да. Так, а это вот газета «Псных», советская Абхазия, которая оповещала все события. Тогда вот все средства массовой информации вот рассказывали да, об этом событии. Вот еще с долгожителем наши вот гости, ученые, геронтологи, которые интересовались абхазскими долгожителями. Вот они стоят с ними. И вот когда они завоевали «Золотой павлин», когда им вручили, да, и когда, да, вот, вручение «Золотого павлина» на ансамбле.
на фестивале.